ждал, сам вернулся. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Всем хорошего дня, рабочего, позитивного дня. А у меня ночь, 11 часов ночи. И вы скажете, да, представляете, Лейла в 11 часов ночи работает. Сегодня я работаю по вине моих клиентов, моих заказчиков. Так, ну, свадебные заказы обычно, конечно, у нас заказывают на неделю, даже на 2 недели. Иногда даже почти на месяц раньше бронируют, чтобы мы не брали другие заказы. Этот заказ был тоже сначала заявлен намного раньше, потом она уже поближе начала, сказала, что и как будет заказывать. Ну вот, если нам заказывают, мы же берем заказ только по своему, по своим возможностям, сколько мы сможем, поэтому не берем заказы другие, отказываем, да. И вот так получается, что иногда наши заказчики уже почти на полпути отказываются. А некоторые даже не говорят, что отменяют заказ. Мы, например, думаем, что у нас заказ на воскресенье, все, у нас есть договоренность. Других заказов, если за это время у нас появляется другой заказ, мы не берем, потому что мы просто не успеем. А люди, которые нам заказывали, потом раз и отказываются. Уже в пятницу или в субботу даже, когда мы не успеем даже что-то другое взять. Это очень нехорошо. Если вы раздумали делать заказ, то нужно, по крайней мере, немножко пораньше это сделать. Вообще, некоторые заказчики, друзья, знаете, очень много тратят время. Ну вот, мы вам, заказывают, да, вот. Скажите, сколько что стоит, что чего нужно. Это постоянные разговоры. Иногда бывает, что ты в пути или ты в гостях, но они тебе пишут, даже если это не прям вот срочная свадьба. Им нужно сразу же ответить, им нужно объяснить. Ты теряешь свое время, объясняешь, разъясняешь, постоянно сидишь, потом делаешь расчет. Они же обычно как? Люди же, в принципе, некоторые даже впервые играют свадьбы, да, и не знают, сколько чего и как им нужно. И спрашивают, а сколько нам нужно будет вот этого, а сколько нам надо будет того, фарша, или даже сколько на какую-то свадьбу, настолько рассчитать им приходится. Тратишь им время, рассчитываешь им, говоришь. Это же очень много все-таки, друзья. Мы за это время можем что-то другое сделать. Мы можем свой заказ сделать. Мы же тоже... Или отдохнуть, по крайней мере, не сидеть на телефоне. А потом раз и заявляют, что они решили дома сделать заказ. Они что, просто так нам за консультацией приходили, да, получается? Это тоже неправильно. Я сейчас рассказываю, это, может быть, меня смотрят те заказчики, которые это делают. Понимаете, наше время тоже надо немного... я уже иногда слова забываю, что сказать. И нервы, и это действительно, если вот даже вот многие девочки же говорят, что вот мы посмотрели вас и начали работать, и в этом плане нервы, конечно, должны быть, иметь крепкие с этой работой. И много чего приходится через многое проходить. Вот действительно, мы с одной заказчицей вдвоем даже, сначала я, потом Танзила, тратили свое время, объясняли. А потом я поняла, что она как будто бы специально нам позвонила, чтобы мы просто рассчитали ей свадьбу, а остальное она делает сама. Сказали бы, мы и так бы им объяснили, но мы отказали в нескольких заказах, думая, что у нас будет этот заказ. Мы раз отказали, люди же сразу себе ищут других клиентов. Все, у нас уже нет клиента. Я не знаю, просто с некоторых заказчиков не бывает никакого уважения. Ни уважения, ни такта. Не знаю. Обидно, конечно, бывает, когда так делают.
Или, например, говорят, что заказывают, например, сегодня мне сказали, что у меня вот надо будет пожарить 20 котлет, и до приготовления фарш будет 30 килограмм. Ну, благо дело у меня не было на это воскресенье другого заказа. Врать не буду. Но если бы даже, вот, например, если бы у меня был, то я бы взяла еще заказ, потому что завтра еще Мадина приходит. Если бы я знала, что, например, так мало, потому что не 30, 25 она привезла фарша. Потому что они говорили, что будут 20 кур и будет 30 килограмм фарша. А привезли 15 кур в кошельке. Ханис водха. Ну давайте. У нас выключили свет, друзья. Во всем почти полсела без света. У меня работает генератор. Представляете? Спасибо моим девочкам. Я всегда благодарю своих девчонок, своих сестричек, которые мне купили мой генератор. Это вообще, я не знаю, девочки. Это просто мое спасение. Особенно вот в такие рабочие дни. Огромное вам спасибо. Ну, я вот к чему. Вот заказ был немножко больше. Теперь он поменьше. Вот если бы даже мне кто-то заказывал, и я бы не взяла, да, заказ, было бы обидно, что, потому что у меня, если Мадина придет, тем более я успею еще что-то сделать, еще что-то приготовить, потому что вот, ну, получилось бы у меня, да, вот, поэтому вот как-то так. Сейчас. И самое главное, вот эта вот заказчица, я ее жду уже с 3 часов дня. Обычно мне привозят в пятницу, после 2 часов все, что нужно, они привозят. Ну, я ее тоже ждала, свой заказ выполнила, который я вам показала. Мы пообедали, посуду убрала, за цыплятами посмотрела. Потом у меня стояло очень много стирки, которая высохла. Также между делом я забегаю, быстро стираю. Стирки много, потому что двое моих мальчиков на стройке работают. Они почти иногда даже 2 раза в день переодеваются, приносят свои грязные вещи. Да и летом, сами знаете, что со скотом тем более очень много вещей. И у меня постоянно в день по 4, по 5 стирки все равно бывает. Вот. И стояло много стирки, которая высохла. Перебрала эту всю стирку, что надо погладить, правда, не гладила, убрала, что не надо, положила в шкаф. Ну, занималась, короче, такими вот работами. Занималась, правда, конечно, не сидела, но тем не менее, думаю, ну, 4 часа, уже 5 часов. А я так сегодня рассчитывала как-то, вот, ну, никогда я не буду рассчитывать на что-то. Хотя говорят, вот нужно рассчитывать, нужно записать. Чего дать? Ножи, чтобы заточить. А что, включили свет, дали свет? Нет. Ну, вот этот большой наточи быстрее. Так, теперь мне что, просто так стоять? И, короче говоря, друзья, 6 часов, 7 часов, а клиента нет моего заказа. Ну, думаю, передумали они или что такое. А я действительно рассчитывала, что вот вовремя все сделаю, замариную кур. Я даже хотела голубцы сделать, поставить. У меня витринный холодильник, который даже чуть-чуть подмораживает. Такой легкий морозец бывает. Думаю, все подготовлю, чтобы завтра утром просто мне надо было все готовить, жарить, готовить, все это делать. Но нет, не получилось. Она мне кур привезла только уже около 9 часов ночи, представляете? Но пока, после того, как она принесла их, пока мы ужинали, убралась, прибралась, вот уже 11 часов я уже их почистила. Пеньки же еще там бывают, пеньки опалила. Теперь уже сколько получается? 5, 6, 7, по-моему, разделала. Сейчас этих разделаю. Помыть же надо все это, замариновать. Ну и раньше часа, 12 часов, ну часа точно я не лягу. Вот. Ну, Ибрагим мне помогает, правда, сейчас лук чистит. Благо дело. Так, все, наточил нож. Вот такие вот нюансы нашей работы. Так что нервы должны быть крепкие. Нервничаешь с таксистами, нервничаешь насчет того, понравится блюдо, не понравится блюдо, будет ли вкусное или нет. Поэтому, если вы хотите начать работать, то много раз взвесьте.
Ну, конечно, если уже ты начинаешь, то бросать не хочется. Ну, я вот по себе говорю. Во-первых, я люблю готовить. Это самое первое, что нужно. Любить готовить. Ну, правда, было бы здорово, если бы у меня были условия. Ну вот, правда, от того, что просто ты любишь готовить, тоже мало зависит. Нужно еще, чтобы и условия были, и печки были. Было бы, конечно, здорово, если бы у меня были условия получше, если бы была отдельная комната, если бы печки были хорошие. Правда, морозильники у меня уже есть, 2 морозильника, но нужен холодильник еще один, витринный холодильник есть. Но самое главное, мне нужно помещение. Помещение и железные столы нужны, чтобы вот я на кухне этого ничего не делала, чтобы у меня все было отдельно. Ну, вот не знаю, я все время в раздумьях, делать, не делать. Ну, конечно, если бы... Только не думайте, что я вам жалуюсь, что я вот или прошу чего-то, или как-то, то это вдруг еще напишите. Нет, я просто с вами делюсь своими мыслями. И я не умею врать, я не умею лукавить. Если бы, конечно, у меня были деньги, то я бы не раздумывала, вложилась бы и делала. А так как лишних, ну, как бы сказать, свободных денег нет, да, тратить их на производство чего-то тоже не хочется, потому что мне нужно еще и по дому много чего сделать. Нам нужно еще и ванну доделать. У нас ванна не обита плиткой. Нам нужно эту кухню мою большую доделать. Много чего, короче, друзья. Ну, пока как есть. Ну, алхамдулилла, я не жалуюсь. Хорошо, что есть, что есть. Кушать не просит ни у кого. Нам хватает пока. Самое главное, отделались от этого долга. А теперь уже ничего страшного. Лишь бы мы были все живы и здоровы. Крыша есть, еда есть. Здоровье, в принципе, тоже есть, да? Грех жаловаться. Потихонечку все сделаем. А цех, я не знаю, может, стоит его делать, может, не стоит его делать. Была бы помоложе, наверное, я бы не раздумывала и делала, но сейчас как-то... Единственное, что можно просто нанять работу. Уже скоро закончится. Что закончится? Ножи. Ножи? Из-за того, что точим часто. Это таппервейровские ножи, они, правда, удобные очень, но у них минус такой, что они очень быстро тупятся. Мне бы хотелось, конечно, чтобы ножи не тупились. Ну, по крайней мере, как, не тупиться-то они не могут, наверное, но чтобы реже тупились. Вот это их минус, что они тупятся. И вы знаете, девочки, девочки, друзья, многие писали, что слишком большие части у нас, да. Например, я бы вот эту грудку вообще бы не отваривала, не обжаривала, не жарила. Я бы из грудки делала другие блюда. Отбивные какие-то, запеканки, может быть, даже вот эти шарлотки, которые мы делаем, или по-арабски тоже на столе очень хорошо смотрелось бы. Потому что вот такой вот большой кусок грудинки, в принципе, никто за столом и не берет. Ну вот, я не знаю, у нас так заведено, и вот так вот это делается. Ну вот смотрите. Или, по крайней мере, можно было бы вот так вот на 4 куска. Но не делают этого. А вот так вот обжаривается огромное вместе прям с этими ребрышками. Может быть, когда-нибудь дойдут до того, что не нужно такие большие части делать. Вот. Что еще вам? О чем еще с вами поговорить, да? Так, ну лук Ибрагим мне сегодня почистит. Ну, завтра спокойно успею. По-любому, в принципе, слишком рано готовить тоже нельзя, потому что свадьба только послезавтра. А у нас очень жарко. Сегодня вообще такая жара была. Поэтому я даже начну, наверное, готовить только где-то к часу, может быть, не раньше. Чтобы к часам к 11, 10, может быть, вечера закончить и отправить. Но они сами приедут. Сказали, что сами приедут. Вот.
Вот так вот. Эти куры мне очень не нравятся. Так, тут сломано крыло. Они какие-то не очень важные. Вот куры, где я покупаю, у нее они очень хорошие бывают. Они им вот эти вот и маленькие, и какие-то бледненькие. Так. Давно на рынке не была. Я кроме клубничного варенья ничего не варила, представляете? Наверное, вся ягода скоро закончится, пока я что-то сделаю. Никак не получается поехать. Из абрикос ничего в этом году не сделала. Ну, ничего. Малина еще допоздна будет. Сделаю варенье из малины. Как ее? Заморожу малину. Посмотрим. Я немножко сделаю, чтобы совсем не делать, да? Курятник нам нужно построить. Надо было побить моего сына, который разобрал курятник. Я приехала с рынка с утятами. Он говорит, я знал, что если ты поедешь на рынок, то обязательно чего-то купишь. Я говорю, ну я штук 10 тоже взяла, только 10 штук взяла. Говорит, ну тебе, говорит, волю дай, ты бы, говорит, все оттуда привезла. Я говорю, конечно бы привезла. Если бы могла купить и могла бы их содержать, то, конечно, почему бы и нет. И я действительно очень люблю птицу, друзья. Так, у меня этот плохо зажигает. Немножко остались волосики. И мне мой сын говорит, купи мне. Я говорю, ну ладно, говорит, ты купила все, что ты хотела, говорит, сама купила. А мне купи, говорит, гусят. Хотя бы штуки 3. Я говорю, зачем? А мне, говорит, нравится, когда гуси во дворе ходят. У меня же тогда последние были 2 гуся. Он очень любил за ними наблюдать. Вообще, конечно, животные очень интересно за ними наблюдать, за птицами, за животными. Но я не очень люблю, хотя я их ласкаю тогда, но вот привязываться как-то, чтобы они ко мне привязывались, вот, не хочу, потому что все равно, в принципе, да, их или продавать нужно, или забивать нужно, и поэтому лучше так сильно к животным не привязываться именно, к такому скоту, я имею в виду. Вот. Так, рука у меня очень хорошо зажила, как видите. Ничего нет, просто немножко красная точка осталась. Но явно видно, что нож вонзился у меня глубоко, потому что даже вот это вот место еще не могу нажимать. Больно. А так ранка хорошо затянулась, все хорошо. Ничего тут нет. Перчатки у меня закончились. Представляете, до сих пор нет света в селе. В окно вижу, что темно. Сын поехал за бензином, потому что генератор мой работает на бензине. Ну все, друзья, поговорила с вами. Наверное, я этот ролик просто так разговорный и выпущу. Я сейчас действительно стараюсь хоть что-то снимать, чтобы быть с вами на связи. Может быть, это не очень интересно, но вот так вот я буду с вами выходить на связь. Потому что многие девочки выходят, спрашивают, почему, что. Ну, думаю, вот так вот. Пока так, да, а потом, может быть, что-то интересное будет. Что приготовлю, посмотрите.
Напишите, стоит ли вот так вот просто болтовню мою, да, ставить. Или лучше не снимать, пока ничего интересного нет. Так, у Танзилы тоже сегодня большой заказ. У нее уже на завтра заказ. У нее там и бараньи ноги, и баклажанов много. Вообще с баклажанами возиться очень не люблю я, нудная работа. У нее ей нужно аж из 5 килограмм вот эти вот рулетики из баклажан сделать. Что там она еще говорила? У нее печеночные тортики. Тортики, правда, мне нравится делать. И тут машала, не боюсь даже говорить, пока вот не было ни одного плохого отзыва, что не понравились мои печеночные тортики. Недавно клиентка первый раз у меня заказывала печеночный тортик и заказала мясо по-французски. Ну, давайте я вам эту историю тоже расскажу. Первый раз, ну вот мы рекламу, девочки рекламу где-то купили, зашли новые клиенты, заказчики, короче, ну, новые люди, и спрашивают, интересуются, все такое. И раз, и одна в личку мне вышла и говорит: вот я бы хотела сделать заказ на завтра. Я говорю: хорошо, давайте, делайте, что бы вы хотели. И она говорит, короче, мясо по-французски 6 штук. Я вот в вчерашнем, ну, получится, в сегодняшнем ролике показываю это. И печеночный тортик. Ну, все. Мы не могли найти в ближних магазинах грибов. А мясо по-французски это с грибами по-любому. Ибрагим пошел, даже не поехала, пошел в дальний магазин пешком далеко, купил эти грибы. Я сделала мясо по-французски, как обычно, с грибами. И, девочки, такой мне попался сыр неудачный. Короче, положила сыр, поставила все. Смотрю уже, когда почти готовы. Практически как будто бы я вообще сыра не ложила. Он просто растаял. Бывают некоторые сыры, которые не тают, какие-то твердые остаются. А этот прям растаял, как будто бы это не сыр, а масло. И на этом мясе даже не осталось. В принципе, я с этих 6 штук, наверное, ничего и не имела, потому что такой большой кусок сыра получилось, я туда положила. И по себестоимости, наверное, это было бы дорого, но я даже считать не стала, потому что даже не посмотрела, сколько там было сыра. И, короче говоря, я заказ отправила и написала ей, вот я заказ отправила в этом. И она мне говорит, через какое-то время пишет: я никогда не ела грибы и не ем их, короче говоря. А у нее, оказывается, вчера был пост, в четверг у нас, в понедельник и четверг держит пост. Ну, кто хочет, сунна пост. У меня, говорит, пост, я, правда, не пробовала, а мальчики, говорят, выковыривают грибы и так едят. Я говорю: а почему ты не предупредила, что некоторые же говорят, мясо по-французски сделайте, но без грибов. Я говорю: а почему ты не сказала? Мясо по-французски, я говорю, подразумевается по-любому, что там грибы должны быть. Я говорю: ты должна была предупредить меня, сказать или заказать шарлотки, или корзиночки, или стошки. Я говорю: там нет грибов, но это почти то же самое, что и по-французски. Ну, короче говоря, мне так стало это... Ну, знаете, из-за того, что девочка держала пост и не сможет съесть это блюдо, я быстренько думаю, а времени до разговления, ну, оставалось буквально минут 10-15, конечно, и приготовить, и послать ей вовремя я по-любому бы не успела. Но я все-таки про себя подумала: нет, давай-ка я все-таки, пускай она разговление сделает, а потом попозже все равно поест. Я ей отправлю, сделаю и отправлю просто эти, ну, типа корзиночек, стошек, что-то такое. Короче, внизу фарш, на него зажарочку с болгарским перцем и морковью с луком. Сверху то же самое помидор и сыр. Думаю, так сделаю и отправлю. Поставила быстро зажарку. Фарш у меня был. И, короче говоря, не знаю, кто-то мне написал, что-то в сообщении прочитала, а потом смотрю, и эта девочка тоже сообщение что-то новое написала. И смотрю, читаю, и она говорит, ну, проговаривает в этом WhatsApp сообщение, говорит: я, говорит, никогда не ела грибы, я их, ну, в смысле, ну, типа, как бы брезгует ими,
Но все-таки решила, мне так понравился на вид. На вид это блюдо понравилось, что я все-таки решила попробовать. И вы знаете, они очень вкусные, мне очень понравилось. Ну и в этом плане. А я ей сразу же показываю фарш, который я приготовила, снимаю и сразу показываю. И зажарку, которую делаю, я говорю, вот смотри, если ты действительно их не поела, то я хочу тебе вот так вот прислать без денег. Я говорю, мне деньги не нужны, просто чтобы ты поела и разговаривание сделала. Она говорит, дядя, нет, нет, ни в коем случае, я действительно поела, мне очень понравилось. Я, наверное, теперь точно буду есть грибы. Так что и вот такое бывает, друзья. Поэтому, если меня смотрят наши заказчики, когда заказываете, все-таки, когда заказываете блюдо, и если, в принципе, ну, не знаете, из чего оно состоит, и что-то из каких-то вещей вы не едите, то нужно спрашивать, нужно предупреждать, спрашивать, из чего оно состоит. Потому что потом, в принципе, да, вот заказали и не поели, это все-таки деньги. Вот так вот, мои дорогие. Ну все, наверное, теперь действительно все на сегодняшний ролик, сегодняшний влог закончу. Себя не буду показывать. Я в стареньком платье. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мяш-дахалши. Чтобы у всех у нас было все хорошо. И самое главное, действительно, мира, мира, мира.